эфире новости на телеканале «Якутия-24», в студии Надежда Саханская. В начале о темах этого выпуска. Высокотехнологичное оборудование с заботой о гражданах. В якутский кардиодиспансер поступил новый аппарат МРТ. Расскажем о медицинском оборудовании в режиме прямой связи. Продолжение ковидной эпохи. Эпидобстановка в республике по-прежнему остается напряженной. Вакцинное время. С 4 по 7 ноября в культурных учреждениях столицы республики будут открыты пункты получения прививки от коронавируса. Тонущую в ледяной лени косулю спасли судоводители воздушных подушек у Нижнего Бестяха. Стадо косуль переходило через реку, одна из них ослабла, отстала от сородичей и провалилась под лед. К счастью, недалеко оказались суда на воздушных подушках. Судоводители бросились на спасение попавшего в беду животного. Сейчас косуля в Нижнем Бестяхе отогревается в теплом гараже. После того, как животное придет в себя, косулю увезут подальше в лес и отпустят в естественную среду обитания. Спасение косули. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей и гостей республики с Днем народного единства. Сегодня, 4 ноября, по словам главы региона, будет опубликована резолюция, в которую вошли конкретные предложения по оздоровлению жителей республики. Отметим, что День народного единства символизирует сплоченность всего российского общества и национальное согласие всех народов страны. Ситуация с COVID-19 в республике по-прежнему остается напряженной. Так, на 4 ноября в Якутии выявлен 291 новый случай инфекции. В столице региона отмечено 146 заболевших, 15 в Алданском районе, 14 в Ленском. Продолжают антирейтинг Мирнинский и Аймиконский районы, в которых зафиксировано по 13 случаев. По 12 случаев в Алекминском и Усть-Алданском районах, по 11 в Мегино-Кангаласском и Хангаласском. Еще в 8 районах республики выявлено от 3 до 10 случаев заражения коронавирусом. В селе Абага Амгинского района жители ждут строительства нового здания врачебной амбулатории. Такое ожидание – один из наболевших вопросов жителей села. Так, в 2009 году старое здание было признано аварийным и было снесено. С тех пор медики села были вынуждены работать в приспособленном здании интерната. Также в 2019 году в связи с реорганизацией участковой больницы медучреждение получило статус врачебной амбулатории. На сегодня медицинские работники села оказывают жителям дневное стационарное лечение. Строительство нового здания Абагинской врачебной амбулатории планируется в следующем году в рамках программы модернизации здравоохранения. Зимой бывает очень холодно. Ходим в теплых штанах, в теплых кофтах. Пользуемся обогревателем. Здание, старое, не соответствует стандарту больницы. И мы вошли в эту программу модернизации здравоохранения. И в 2022 году будет строиться новое здание, отвечающее всем санитарным требованиям и нормам для качественного оказания медицинской помощи. В якутский кардиодиспансер поступил высокотехнологичный аппарат МРТ. Ожидается, что новое оборудование нидерландского производства позволит выполнять более эффективные и точные исследования. Детали знает наш коллега Власий Сергеев. Он сейчас выходит с нами на связь. Власий, приветствую. Когда будет проведена установка аппарата? Надежда, здравствуй. Новое оборудование поступило в кардиодиспансер летом текущего года. Оно установлено было в этом помещении в прошлом месяце. Ну а что касается подключения аппарата, то аппарат будет подключен в ближайшее время, когда в Якутск прибудут специалисты из компании Philips. Ну и вы за моей спиной можете увидеть, собственно, сам аппарат. Это магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом производства нидерландской компании Philips. Как отмечают специалисты, этот аппарат позволит делать более точные и эффективные исследования сердца за счет возможности проецирования 3D-модели органа. В данный момент в этом помещении практически все готово, инженерия проведена. Стены и пол помещения полностью обшиты медными листами. Добавлю, что перед эксплуатацией нового оборудования специалисты, которые будут работать с томографом, должны пройти специальное обучение по программе, после чего они, собственно, получат допуски. Ну а подробнее о возможностях и
о возможностях нового оборудования нам расскажет заведующий лучевым отделом Республиканской больницы номер 1 Леонид Александрович Кларов. Итак, Леонид Александрович, собственно, о преимуществах данного нового аппарата. Здравствуйте. Этот аппарат нового класса, высокоэкспертного, и представляет собой новую линейку аппаратуры магнитно-резонансных томографов безгелевой, с применением. В нем есть 7 литров в герметичном пространстве, и вероятность утечки нивелируется. Кроме того, самое главное, что в этом аппарате есть большой пакет анализа сердца, анализа головного мозга, который позволяет нашей диагностике, я думаю, на уровне всей нашей республики выйти совершенно на новый уровень, поскольку пакетные решения, они будут уникальны для нашей республики. Вот что касается вообще данного аппарата, да, в целом у нас в республике мы говорим, что он первый, один из первых, а если говорить о регионе в целом, о Дальнем Востоке? На Дальнем Востоке, да, это один из первых аппаратов по технологии Blue Seal. И такой же, кстати, аппарат установлен в онкологии, только класса S. Это класса X оборудование, он специально заточен под неврологические, кардиологические нужды. То есть это специализированный высокоуровневый аппарат. Ну, в заключение давайте подробнее расскажем о том, что как же отразится в целом на якутской медицине введение в эксплуатацию этого аппарата. В этом аппарате есть уникальные совершенно программные пакеты для нашего региона, где мы можем увидеть такие изменения, как накопление железа в сердце, сложные изменения дифференциальные изменения при миокардитах, сложные неврологические изменения, бесконтрастное перфузионное исследование головного мозга. В общем, это те технологии, которые уже сейчас обсуждаются в международных конференциях и на самом деле уже внедряются у нас благодаря этому аппарату. Это совершенно новый уровень для всей нашей медицины в республике, я так думаю. Ну что ж, Леонид Александрович, благодарим вас за подробную информацию. Ну а в конце я хотел бы добавить, что сейчас у нас все строительные и монтажные работы в кардиологическом диспансере находятся на завершающем этапе. В этом здании у нас будут размещены кардиология, нейрососудистое отделение, неврология, отделение хронической сердечной недостаточности. Как я уже сказал, мы находимся на завершающем этапе. На сегодняшний день можно сказать, что все работы завершены на 85%. Ну что ж, и мы отметим, что медучреждение ожидается, что будет введено в эксплуатацию в начале следующего года. Ну что ж, у меня на этом, собственно, все. Надежда, передаю слово тебе. Благодарю, Власе. Мне остается добавить, что, возможно, появление нового аппарата ускорит процесс медицинского обследования и позволит сделать его результат более точным. Напомню, с нами на прямой связи был наш коллега Власий Сергеев. Мы продолжаем наш выпуск. Заслуженный мастер спорта России, якутянка Анастасия Диадорова, осваивает бионические протезы. Руки помощи появились у девушки совсем недавно, но уже стремительно вошли в жизнь спортсменки. Как работают девайсы и как идет процесс знакомства с протезами, выясняла Айсена Бурнашова. Пропылесосить квартиру, передвинуть стакан или обменяться с другом рукопожатиями. Протезы открыли Насте совершенно новые возможности. Бионические руки появились всего месяц назад, но уже подарили эмоций на годы вперед. Конечно, протез не передает тактильных ощущений, но даже осознание, наверное, того, что я могу это сделать, это очень кайфово, вообще очень прикольно. Протезы работают от сокращения мышц. Датчики улавливают импульсы и реагируют на них определенными движениями. В программе всего 36 хватов. С их помощью можно делать разные комбинации. Например, взять крупный предмет или взаимодействовать с более мелким ручкой или мышкой. И например, сейчас я сокращаю бицепс, то есть кисть закрывается, когда я сокращаю трицепс, она открывается. Вся сложность в том, чтобы научиться отдельно сокращать эти мышцы. И, например, когда я беру стакан, я отключаю кисть, потому что я пока не могу, не напрягая мышцы, переносить, потому что все равно это, какой-никакой вес. Я надеюсь, что со временем я смогу научиться не сокращать эти мышцы при переносе каких-либо предметов. 2 протеза, каждый весит около 2 килограмм. Они заряжаются от обычной розетки. Аккумуляторов хватает на 2 дня активного пользования. Насте пока сложно управлять 2 девайсами одновременно, но каждый день она тренируется. Осваивая новые приемы, раскрывает потенциал протезов. Ведь именно их практичность и привлекла Анастасию.
Вот сейчас я ношу только правую руку, потому что мне так удобней. В общем и в целом, наверное, больше для жизни они мне нужны, нежели чем для спорта. Вот я, например, стараюсь там кушать с протезом и так далее. Конечно, это я умею делать без него и намного быстрее и комфортнее, но я стараюсь максимально применять, скажем так. Вот, даже в уборке применяю. Удобно доставать до труднодоступных мест. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. 4, 5 и 6 ноября в Государственном академическом русском драматическом театре имени Пушкина пройдет ночь вакцинации. В эти дни каждый желающий может привиться, а также пройти ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 без записи и прикрепления к поликлиникам с 21 до 24 часов в здании театра по адресу проспект Ленина, 21. Прививки от ковида будут ставить медицинские работники Якутской городской больницы номер 3 и Якутской городской больницы номер 2. Кроме того, с 4 по 7 ноября с 17 до 22 часов поликлиника номер 1 приглашает на ночь вакцинации в здание Государственного цирка по улице Пояркова, 22. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. В селах Тас-Юрях и Сюльдюкар завершилась перепись населения. Переписчики обошли всех жителей. Информацию о них теперь передадут координаторам. В целом, с 14 октября во всероссийской переписи населения приняли участие 50% жителей Мирнинского района. До конца мероприятия осталось менее 2 недель. Специалисты рискуют не все данные собрать. О важности переписи населения расскажет Иванна Филиппова. Последний дом. Теперь еще немножко осталось до окончания переписи. Синий жилет поверх куртки, на плечах сумка с планшетом. Сразу видно, идет переписчик. Елена Иракеева, жительница Тас-Юряха, с утра посетила несколько домов. А в общем, за все время переписи собрала данные о 500 сельчанах. К мероприятию земляки отнеслись с пониманием. У главы семейства Савиновых особый интерес к статистическому наблюдению. Мужчину интересует численность коренных малочисленных народов в родном селе, а он по национальности эвенг. У нас в поселке уже года 3 начинается вот это уточнение, кто это по национальности эвенг, якут. Я хочу узнать именно сколько здесь у нас в нашем поселке будет Тас-Юряха эвенга. Если сельские жители проявили ответственность, то горожане в Мирном, например, не очень-то активны. Некоторые вообще не идут на контакт с переписчиком, не открывают дверь или не впускают в квартиру. Людей можно понять, боятся заразиться коронавирусом. В таких случаях мы составляем отдельный список и потом в дальнейшем работаем с управляющими компаниями. Для тех, кто не хочет впускать переписчиков в квартиры, существует 2 способа заполнить переписной лист. На сайте госуслуг или в участке. Последних в Мирном 11. Процесс переписи довольно быстр, от силы минут 6 занимает. По документам, думал, нужен паспорт, а на самом деле нет, можно прийти, в принципе, переписаться. Сотрудники переписных пунктов ходят по домам в основном в вечернее время. Никого нет дома. Переходим ко второй квартире. Здесь квартира номер 2, они через госуслуги зарегистрированы. Но мне нужно у них QR-код взять. По плану за месяц должны опросить 500 человек. Если, допустим, людей нет, пометочки себе ставлю, а потом повторно прихожу по этим адресам. Участие в переписи населения – процесс добровольный. Однако не стоит забывать, от полученных данных зависит социально-демографическая политика страны. Сведения учитываются при разработке социальных программ и планировании бюджета сел, поселков, городов. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Якутский полузащитник подмосковных «Химок» Артем Соколов вызван в юношескую сборную России на матче отборочного раунда чемпионата Европы, который пройдет в 2022 году в Афинах. Российские футболисты в групповом этапе предварительной стадии сыграют с командами Фарерских островов, Греции и Германии. В первом туре отбора они сойдутся с греками 10 ноября. В настоящий момент на счету 18-летнего Соколова 28 матчей в составе юношеской сборной, в которых он отметился 11 голами. В текущем сезоне полузащитник из Якутии провел 10 матчей в премьер-лиге за «Химки» и сделал 1 голевую передачу.
К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.